Михайловна, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Видите, у нас вот такая вот погода. Гуси мои гуляют, утки вон по забору, просто не хочу сейчас там грязь, слякоть. У нас такая грязища, такая слякоть, все везде растаяло. Просто лежит снег, где вот тенек. Кот мой гуляет. Вот такие вот дела, друзья. Просит меня показать птицу, но потом, наверное, попозже. А то сейчас я в тапках. У меня гостит уже 3-й день мой внучок, 4-й даже. Вчера еще 1 день попросил у отца, чтобы его оставили. Я вроде бы так ему делала разные там сосиски в тесте, пиццу, ну что-то интересное для него. А он вчера сидит вечером, правда, вечером вчера не хотелось готовить. Не то, что не хотелось готовить, я как-то с детьми была, Мадина с ребятишками. И пока потом мы зарезали 2 курочек, я хотела домашнюю курочку. Ну, нашу, сделать дулхаутенбир, национальное блюдо. Но пока я с детьми возилась, пока они ушли, было поздно уже. Пока я почистила, уже 7 часов, из работы мальчики пришли. Думаю, а ничего не готово. Быстренько сделала им макароны по-флотски, и они сидят, ужинают. Ну, Ибрагим с Расулом ужинали уже где-то в 10 часов ночи, наверное, только. И он сидит, ужинает и говорит, мам, говорит, а он меня тоже мамой зовет. Я ни для кого, я ни для кого. Еще бабушка, короче говоря, внуки мои зовут меня мамой. Расул вообще просто мамой, а Ишка, Йох, мама, ну, вроде бы такая старшая мама получается. И он мне говорит, мама, я бы борща поел. И я как-то это у меня в мозгу, короче, зациклила, что ну как не накормить внука борщом, если он хочет борщ. И сегодня с утра начала варить борщ, а они, оказывается, до 3 утра сегодня и не спали. Вот сейчас зайдем. Ой, стоит тут, меня подслушивает хулиган. Что ты меня подслушиваешь? Ты меня испугал. Давай я тебя Давай я тебя покажу. Так, ну и вот, смотрите, у меня сегодня, главное, наверное, из-за того, что я варила борщ для внука, специально борщ удался, мне кажется, он такой красный, хороший получился. Правда, я сама давно хотела приготовить борщ, но я хотела его именно с кислой капустой. Ну, никак не дают руки посолить и по капусту. Скоро буду солить. Но все равно немножечко добавила уксусу, чтобы хотя бы немножко кислинка была. Так, ну вот, друзья. Вот такой у меня получился борщ. Картошку я закинула большими кусками, чтобы она у меня не разварилась. Потому что у меня очень разваристая картошка. Оказывается, Ибрагим меня испугал. Я снимаю на улице, а он сзади стал. Видите, совсем она вот разваливается. А Расул, говорит, еще спит. Представляете? Ну все. Вот у меня были мясо на косточке. С косточки сняла, бульончик процедила. Короче, вот такой вот борщ, друзья. Все готовятся к Новому году, а мы захотели борща. Расул тоже пришел, разбудил его, вернее, дядя разбудил. Но у него такой измученный вид. Вы точно сегодня не ложились. Так, ну и вот наш борщ, друзья. Смотрите, какой он. Красненький, наваристый. Картошка такая, прям вот докоснуться разваривается. И домашняя сметанка. Вот такой у нас. У меня обед, ну а у этих двоих... Ужин, завтрак. Все перепутали. Ну давай, ладно, давайте кушать. Мне сегодня нужно сделать на заморозку чебуреки. А у меня несколько вопросов было про эти чебуреки. Как, что, как делать замороженные, как их жарить. Я сейчас замешу тесто, ну и сразу и тесто покажу, и чебуреки. Я хочу их заморозить, действительно, друзья. Мне нужны кое-какие запасы в холодильник, не на продажу. Я заказы не беру, потому что немножко приболела, как вы знаете. Хотя мне, алхамдулилла, намного лучше. Но все-таки еще простудные явления есть. Мне, как я сказала, нужно кое-что, ну, и из заморозок, и из еды сделать запас, как бы, чтобы у меня было. И также хочу и чебуреки. У меня тут намечается какое-то мероприятие на кухне, пока не буду говорить. И поэтому мне нужно вот немного и готовой еды, и полуфабрикатов на несколько дней сделать. И сегодня хочу сделать чебуреки, заморозить именно. Но вот как только они заморозятся, друзья, несколько штук мы пожарим и посмотрим, как их нужно жарить. Ну, были вопросы у меня по этому. Так, ну начнем с теста. Тесто я замешиваю. Хотя я вам скажу, тесто, наверное, на кипятке легче. Я ничего не говорю, но я всегда одним тестом все делаю. Вот именно таким.
И чебуреки, и пельмени, и вареники, и манты, все этим тестом. Как вот научилась, так и делаю. Так, значит, что нам нужно? Литр воды. Но в основном все знают, что мое тесто, но все-таки вдруг кто не знает. Литр воды холодной обычно из-под крана. Раз, два, три, 4. Можно 4, можно 5. Ну, вот пусть будет 4,5 ложки растительного масла и столовая ложка соли. Все, я сюда больше ничего не кладу. И замешиваем тесто. Вот 2 килограмма муки. Эта мука должна этой водой забраться. Вот. Конечно, это не новогоднее блюдо, и я, наверное, ну, даже мало будет просмотров, мало кого будут интересовать эти чебуреки. Ну, сколько будет, столько будет, друзья. Потом, может быть, когда-нибудь кому-нибудь понадобится. Дело в том, что я не готовлюсь к Новому году, и показывать мне именно для Нового года и нечего, по идее. Да, мы раньше отмечали Новый год, ну, это было очень давно. И как отмечали? Ну, не в том плане, вот как думают все, как отмечали там прямо. Так, ну вот, друзья, значит, тесто почти у нас готово. Сейчас его немножечко, ну, минут 5-6, наверное, вот так вот помесим. Не думайте, что оно прям так сложно его месить, что прям вот устаю я или еще что-то. Нет, мне оно нравится очень. Да, раньше, когда я работала в кафе, первое время мы делали из кипятка, ну, тесто на кипятке. Пользовались всегда им. А потом уже нам принесли этот рецепт теста. Как я сказала, раньше, конечно, делалось это все тесто на кипятке, но немножко, конечно, да, удобнее раскатывать, особенно на продажу. Но мне почему-то, вот я вам признаюсь честно, тесто на кипятке, вкус мант совсем не нравится, например. Да и, в принципе, не знаю, получается, конечно, все получалось. И это получается, и манты, и чебуреки, все получалось. И из теста тоже на кипятке. Когда ты работаешь в кафе, конечно, времени там делать разные виды именно пельменного теста и времени не бывает. И у нас, конечно, раз мы работаем на кипятке, работали на кипятке. Потом нашли вот этот вот рецепт теста и стали все делать на этом тесте. Не знаю, мне почему-то оно нравится. И вкус нравится, и клиентам нравилось. Вот. Но кто делает на продажу, ну, много тех же чебуреков, тех же пельменей, им, конечно, раскатывать удобнее, особенно кто скалкой раскатывает, удобнее раскатывать тесто на кипятке, которое, но более эластичное, более удобнее его раскатывать. Но у меня есть тестораскатка, и как-то, не знаю, мне нравится это больше. Вот. Все готовятся к Новому году, а я заготавливаю чебуреки. Вот тесто замесили. Видите, оно пока вот крепкое, но оно полежит и немножко расходится. Конечно, для чебуреков и для мант можно немножечко или муки убрать, или воды добавить. Но я не делаю этого. Мука разная бывает, тем более. Некоторая мука, которая полежит, тесто полежит немножко, оно совсем как бы раскисает, как будто бы не бывает таким тугим. Вот все. Теперь оно минут 15-20 полежит, просто так, под тазиком. А я пойду и сделаю намаз. Как раз время намаза у нас. Тем временем тесто мое будет готово. Ну вот, друзья, значит, прошло минут 15. Все, и вот смотрите, вот наше тесто полежало под тазиком. Оно уже, видите, мягкое, такое податливое. Не нужно ничего сюда подсыпать, никакой муки.
Мы сейчас его немножечко вот так вот перемесим и в пакетик положим. И все, мы дальше можем заниматься хоть что из этого теста лепить. Пельмени, вареники, манты, что угодно. И это тесто, как я уже несколько раз говорила, прекрасно можно хранить в морозилке. С ним ничего не бывает. Размораживается и такое точно как свежее. Ну, день-два в холодильнике тоже не мешает. Но если вы не уверены, что в течение 2-3 дней вы что-то из него сделаете, лучше, чем оно пропадет, лучше его заморозить. Хотя у меня тоже кусочек замороженного лежит, но если что-то дней его будет мало, не стала его доставать. Вот. Видите, оно такое эластичное, мягкое. Так, ну, как мягкое? Упругое, конечно, не очень мягкое, но все-таки такое податливое. Очень интересное тесто, можно сказать. Все, и теперь мы его кладем в кулечек. Все. Если мы будем с него что-то делать сейчас, то оно уже готово. Все, достаем из кулька и делаем, что нам нужно. Если нет, то можно из холодильника немножко. Все. Сейчас я пока займусь начинкой. Оно будет у нас лежать. Не буду даже в холодильник ложить его. Начинку быстро я сделаю. Ну вот. Значит, фарш я начала подготавливать. У меня тут килограмм фарша, друзья. Я поперчила, посолила, добавила немножко жира, буквально немножко. И сейчас добавлю немножко вот бульон. У меня бульон стоит на улице, холодный. Добавим немножко бульон для сочности. Можно, если нет бульона, просто воду. На работе, конечно, я в основном добавляла воду, потому что, ну, не бывало у нас бульона всегда. Все равно получались очень сочные. Значит, на килограмм фарша полкилограмма лука. Лук можно и натереть на терке. Нарезанный я не люблю в чебуреках лук, если честно. Кто-то нарезает мелко. Но мне нравится больше на терке, когда натереть. Но этот лук я пропустила через мясорубку, потому что у меня все равно стояла грязная мясорубка. Чтобы не заморачиваться, я его пропустила просто через мясорубку. И вот так вот. Конечно, если на производстве, то делают еще жиже. Добавляют больше бульона или воды, и тогда мясо экономнее получается, если да. Как я сказала, в кафе, на работе, на продажу. Наливают больше воды, потом получается больше. Иногда кто-то кладет зелень, но вот мои не любят зелень в чебуреке, поэтому я сюда не кладу. И чеснок мы не любим в фарше. Я даже в котлеты не добавляю чеснок, потому что мои не любят. Даже в пельмени не добавляю чеснок. Вот почему-то не любят они в пельмени. Вообще в этом фарше не любят чеснок, поэтому я не добавляю. Кто любит, может добавить чеснок. Можно добавить чесночный перец. Но у меня просто черный перец, красный перец и соль. Ну вот все. Фарш готов. Теперь будем готовить кружочки наши для чебуреков. Так, ну вот, друзья, теперь займемся быстро мы. Будем делать из теста лепешечки, шарики, потом лепешечки. Так, и чтобы вам для вас было точно, я буду взвешивать. Значит, у меня на один чебурек уходит где-то 75 грамм теста. Так, друзья, теперь друзья, мы теперь будем вот так вот я вам поделю тесто, чтобы оно было одинаковое. Конечно, когда я готовлю дома, я не готовлю прям вот точно-точно. Сколько есть, столько есть. Вот, где-то 75, 73, иногда и 80 выходит один чебурек, тесто для одного чебурека. Для одного чебурека, друзья. Вот. Я более-менее взвешу, чтобы было одинаково.
Если такой большой хороший чебурек, то, конечно, грамм 80. А так средний, нормальный, то 75-72 грамма. Так, все. Теперь я, немножко мукой пользуюсь, все-таки припыляю. Я не работаю с маслом. Вот раскатаем вот такие вот шарики и сделаем их. Сколько у меня их получилось пока? 2, 3, 3, 4, 5, 6, 9 штук. Ну, сделаем еще один для 10. Или пока я налеплю эти 9. Все, пока они полежат вот так вот под пленочкой. И раскатаем кружочки. Я сначала раскатываю кружочки, потом все вместе наполняю. И когда жарю, тоже, знаете, как делаю? Ну, первые 5-6 чебуреков я закрываю, а потом уже начинаю жарить. И по мере, как жарятся первые, потом доделываю остальные, чтобы как бы, ну, они у меня, тесто не пропиталось влагой. Я точно не могу вам сказать, сколько миллиметров это тесто, но я его раскатываю очень довольно-таки тонко. Ну вот, друзья, на этом первый наш круг готов. Ну вот, видите, вот, не знаю, сколько тут миллиметров. И теперь я его отложу вот сюда вот. И тоже накрою пленочкой. Видно? И теперь дальше тоже быстренько раскатаем и остальные. Эти первые 9 штук наполним фаршем. Вот так вот. Так, надо будет посмотреть, да, сколько я положила. Ну, следующий чебурек. Посмотрим. Ну, полная столовая ложка с горкой фарша. Так, нужно, чтобы воздух вышел.
Так, друзья, и смотрите, работу я провела, как видите, большую. Так, раз, два, три, четыре. И два лотка, по-моему, я занесла. Да, 2 лотка и 1 чебурек у меня там был. Просто я после того, как первые чебуреки сделала, пошла молиться, и эти с собой забрала. А эти, вот видите, еще нет. Так, ну, для заморозки у меня больше нет этих лотков. Значит, остальное мы, наверное, с вами пожарим. И я вам покажу, как я буду жарить чебуреки. Вот так вот, друзья. Кто-то действительно все готовится к Новому году. И это приятные хлопоты, конечно, очень приятные хлопоты. Всю жизнь мы как-то ждем Нового года, ждем, что этот год закончится, Новый год будет намного лучше, чем этот. И будем надеяться, это действительно, что в этом году останутся все наши болячки. И будем надеяться, что в Новом году действительно у нас будет все хорошо. По воле, конечно, Всевышнего. Все, кто болеет, тот выздоровеет. Действительно, все будет хорошо. Надежда. Всегда бывает надежда на Новый год, по-любому. Вот, что бы мы ни говорили, нам кажется, вот этот год закончился. Иногда даже думаешь, скорее бы этот год закончился. Как будто бы вот в следующем году просто так должно быть лучше. Это всегда, ну не знаю, мне так кажется, по крайней мере, что уже к концу года я, например, всегда думала, закончился бы этот год скорее. И в следующем году будет лучше. Не знаю, но альхамдулилла, неплохо. И в этом году было, не могу сказать, что прям плохой год был у нас. Самое главное, все живы-здоровы. Никаких таких серьезных потрясений у нас не было. Все хорошо. Так вот будем выгонять воздух отсюда, пока не склеили. Вот все, чтобы чебурек не лопался. Так вот. И вот так вот обрезаем. Обрезки, конечно, тоже снова идут в тесто. Ничего мы не выбрасываем. И вот так вот. Друзья, у меня тут, как я вам показывала, по 4 штуки вот так вот я кладу. Больше не кладу, потому что они могут не заморозиться просто. Вот. Сейчас мы их заморозим. Я их поставлю в холодильник и заморожу. Видите? Вот. Все по 4 штуки. 2 лотка с 4 штуками и с одной у меня в морозилке. Вот, сейчас это поставлю. Сделаю несколько еще чебуреков, и мы их будем обжаривать с вами. Так, вот, друзья, и все. Я сделала все чебуреки наши из всего мяса. Теперь они у меня замораживаются. Первые, я вам, помните, говорила, что я первые заморозила 8-9 штук. Вот, мы сейчас будем с вами жарить и замороженные, и свежие. Вот, 4 свежих пожарим. Ну, не знаю, несколько штук, наверное, замороженных. Просто посмотреть, чтобы вам показать, что и как. Вот так вот, друзья. Сейчас я переставлю камеру. И мы будем с вами жарить чебуреки. Каспер. Ну вот, я вынесла замороженные. Вот, смотрите, они заморожены. Теперь пусть они немножечко полежат и оттают. Не обязательно до конца, но они должны оттаять. И потом, ну, пока вот будет греться масло, пока это, вот так вот они немножко отойдут. Ну и вот, друзья, теперь я поставила сковороду разогреваться. И нальем мы сюда растительное масло. Масла, конечно, нужно много. Ну вот, смотрите, друзья, теперь поставили масло раскаливаться. Оно должно быть хорошо раскалиться, чтобы масло было горячим. Пока ждем. Первым делом я сначала не замороженные пожарю,
А потом мы попробуем с вами замороженные и посмотрим, что и как. Теперь ждем, пока заморозит, ой, пока раскалится масло. Ну, друзья, значит, масло наше раскалилось. И теперь мы закидываем наши чебуреки. Как я сказала, сначала не замороженные. Не замороженные нужно жарить как можно на сильном огне. Но у нас на данный момент не очень сильный огонь, потому что газ горит не во всю мощность. Так, чебуреки будем перекладывать на салфеточки. И ждем, пока с одной стороны они обжарятся. Друзья, первые чебуреки наши готовы. Мы их перекладываем на салфеточку. Так, друзья, и уже вторые тоже переворачиваем. Так, и теперь, друзья, я положу первый замороженный. Смотрите, вот он разморозился. Ну, буквально 10 минут, как только он у меня лежит. И мы его кладем сюда. Вот на замороженный огонь нужен не такой сильный, как для этих. Но у меня огонь не сильный, потому что, как я вам сказала, у меня газ горит не очень-то сильно. Поэтому можно жарить на таком. Но, в принципе, они уже почти все разморозились. Там почти нет льда, как бы. Вот. И будем теперь смотреть, какие это, как жарятся замороженные. Вот 4 не замороженных у меня. И 4 замороженных мы пожарим. Дело в том, что пока просто только Расул и Ибрагим дома. Нам этого хватит. Так, все. Теперь еще дальше замороженные возьмем сюда. Так, ну и вот, друзья, это чебурек, который был заморожен. Даже можно было бы еще, чтобы он пожарился, но ничего, он уже готов. Положим третий тоже сюда же.
все, друзья. У нас наши чебуреки готовы. Как видите. Значит, это не замороженного теста чебуреки. Ну, не тесто, не замороженные чебуреки, а это замороженные. Ой. Так, это немножко поостывшие. Сейчас разрежем и покажу. Компотик с горячими чебуреками, холодный компот очень даже хорошо. Так, значит, сейчас так, ну вот, это из замороженного. Ну вот, друзья, это замороженные чебуреки, а это свежие. Вот, как видите, и сочные. Так что готовьте, друзья. И замораживайте. В принципе, никакой разницы. Как видите, и тут сочное, и тут сочное тесто. Ой, фарш. Вот так вот, друзья. Ешьте, готовьте, замораживайте. Так, ну вот, друзья. Как видите. Сейчас посчитаем, сколько у нас получилось чебуреков. Мы поели уже, нам понравилось. Конечно, я иногда делаю намного точнее, когда наливаю больше бульона в мясо. Но из-за того, что там замораживать надо было, я не так уж много налила. Потому что пока оно заморозится, я боялась, что тесто все-таки немножко расквасится. Потому что у меня очень плохое электричество и не быстро прихватываются заморозки. На этой еще, в этом холодильнике еще более-менее, потому что тут у меня трансформатор на нем стоит, который старается вытягивать, но у нас в сети не всегда бывает 220. Так, значит, мы пожарили с вами 8 штук. И теперь посчитаем, сколько здесь. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я просто поменьше, просто хотела, наверное, по 12, но нет, потому что будет слишком толсто. Вот так вот. Раз, ну, вот почти 4 штуки положу, чтобы место не так много занимало. Так, ну и, наверное, друзья, скорее всего, сегодня у меня последняя съемка на кухне. Пока. А потом посмотрим, на какое время я с вами буду снимать в другом месте.
друзья, сами теперь подумайте, как я вам сказала, из килограмма фарша, полкилограмма лука, ну и специй. И ушло у меня все тесто из 2 килограмм муки, которое было приготовлено. Получилось, считайте, если сделать фарш еще жиже, получится еще больше. На продажу, конечно, и на продажу, во-первых, даже если не на продажу, если я готовлю для себя, чтобы быстро сразу же пожарить, я немножко жиже все-таки делаю, добавляю или бульон, или водичку. Просто я вам еще расскажу, повторюсь, что потому что я боялась, что быстро не прихватится и тесто разойдется, поэтому не так жидкое сделала. И может быть даже можно было бы или не жидкость, но жира добавить больше. Но у меня больше жира не было, я добавила как есть. Так что вы просто экспериментируйте сами. Ну вот кто делает на продажу, тот сам набьет руку. А дома, конечно, они в принципе они были нормальные, и сочные, и жирные. Слишком жирные тоже нехорошо. Ну вот как-то так, друзья. На этом сегодняшний я свой влог закончу. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. И желаю от всей души, чтобы Всевышний исполнил все ваши мечты, чтобы все плохое осталось, как я сказала, в старом году, чтобы все-таки надежды на Новый год наши оправдались, наши близкие были живы и здоровы. Ну вот, как-то так сегодня, друзья. Всех благ вам.